Еще раз доброго времени суток. Мы находимся на берегу реки, на берегу Нижняя Бестяха, столпотворение. До этого я видео снимал и говорил, что сейчас приостановили, но оказывается они до сих пор ходят. Вот такой вид транспорта сейчас ходит до Якутска. Как мне сейчас сказали, как я и ранее говорил, проезд стоит 3000 рублей. И чтобы добраться до того берега, дорога сейчас занимает где-то, ну сейчас, наверное, где-то чуть-чуть больше полчаса. И там вот шумом едет один из таких видов транспорта. Но мы в народе говорим ирбис, но ирбис это воздушная подушка была, вот они вон там стоят. Сейчас, если это подъедет сюда, мы увидим. Но мне кажется, вот такие вот более защитой, а именно алюминиевым покрытием снаружи сделали сами. И вот на таком виде транспорта сейчас люди уже добираются и до города Якутска, и до Нижнего Бестяха. Сейчас такой густой ледоход, поэтому транспорту намного сложнее. Вот вы видите, наверное, где сейчас и возможно шум идет, и возможно там от пропеллера. Но дорога, конечно, усложняется тем, что очень такой густой ледоход идет. Тут надо водителя или этого судна надо варьировать так, чтобы между большими льдинами, маленькими где-то найти такой вид, проем найти. Ну, тем, кому очень срочно надо, им приходится вот добираться на таких транспортах. К счастью, мне такой надобности нету. Я пока воздержусь от поездки. Туда-обратно проезд будет 6000. И вот некоторые люди в скором времени сейчас сядут в этот транспорт и поедут уже в сторону города Якутска. Сезон охоты вот недавно у нас 20 числа закончился. Кто-то вот на этом берегу с ружьем, возможно, из города Якутска сюда перебрался и сейчас домой собирается, наверное. Так. Это вот у нас пункт ожидания железной дороги Якутии, Нижний Бестях там написано. Но сам транспорт, он выглядит вот так. Вот снаружи сами самодельные из какого-то материала. Я говорил алюминий, но похоже даже это не алюминий, а какой-то более такой крепкий материал. Я сейчас покажу спереди. Так. Ну, чтобы не проморгать, вот я сейчас покажу. Вот он идет. Сейчас народ уже идет туда. Вот вы видите, транспорт, вот такой вот транспорт идет к берегу. Большим таким пропеллером, шум такой стоит. И вот он идет. Да. Но воздушная подушка, она и по песку идет. Сейчас выйдут люди, те, которые прибыли из Якутска. И вот такое столпотворение, как обычно бывает в это время, надо первыми зайти, чтобы занять места, наверное. И вот такое вот покрытие
Я говорил алюминиевый, но он оказывается не алюминиевый. Он какой-то такой, ну, очень похожий на пенопласт, какой-то такой материал. И сейчас вот эти люди сейчас сядут и, ну, пока сейчас выходят люди, уважаемые те, которые смотрят мой канал, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, поддержите, ставьте лайки. Отсюда сейчас кто-то сейчас поедет в сторону Чарапчи, Тенгелю, ближайшие улусы, это Амгинский улус, Татинский улус, кто-то может быть Тампонский улус, кто-то до Нижнего Бестяка уже почти что приехали. Ну и в этом направлении сейчас вот зазывали водители, таксисты, подзывают для себя клиентов. А почему этот маленький ребенок с ним пошла? С мамой. Сейчас люди зайдут. Пока не едет, говорит капитан судна. Сейчас покажу. Вот такой большой такой пропеллер, крутится в воздухе, и он такой мощный и выталкивает этот вид транспорта. Честно сказать, я даже не знаю, как этот транспорт называется. Но это вот направляющие, они как у самолета крыло поворачивают в разные стороны, тем самым они поворачивают в нужном направлении. Почти что в мою сторону. Я пыли поднял много. Вот такой вот спрятался за машину, но даже до этого дошел. И ну, чтобы люди, наверное, не слишком было столпотворение, возможно, они решили немножко это отъехать от берега чуть-чуть и тем самым успокоить народ. Но сейчас самый такой момент, когда всем надо перебраться в сторону Якутска. А для этого надо, чтобы занять место. И как обычно бывает, в это время все хотят первыми залезть. Ну и очередь, как бы живая очередь, кто первым зайдет, кажется. Организованного такого, по-моему, и нету. Могли бы сделать по приходу, по времени, записаться какой-то список. Возможно, здесь организовали такой порядок и не было бы такого столпотворения. Вот они все отъехали. Очень может быть, что они, может быть, даже решили немножко... О, вот такой вот пыль поднял. Сейчас я чувствую себя африканцем, который находится в пустыне, песок в глаза, как люди живут в таких местах. Ну, возможно, из-за того, что слишком такой густой ледоход, и им стало очень тяжело перебраться. Не знаю, потом они сами решат, что дальше делать. Возможно, они и поднимут цены
а возможно вообще приостановить, если слишком так тяжело добираться до другого берега. И вот он транспорт, все три транспорта, они уже начинают отъехать от берега. Возможно, что-то решили другое, чтобы не было такого скопления, чтобы не было толкотни. Не знаю, они, возможно, ждут указания своего руководителя. Борис Троев давно такой руководит этой бригадой, этой организацией. Немало количество людей, и до Нижнего Бестяха еще ходит, курсирует поезд по железной дороге. Возможно, люди приехали сюда, а им вот те, которые издалека приехали, им до Якутска чуть-чуть рукой подать, грубо говоря, через реку бы перебраться бы. Ну, возможно, это займет очень много времени. И чтобы занимать очередь, и чтобы войти. Ну вот он пока вот. Пока пустой поехал, без пассажиров. Не знаю, что они решили. Вот такие вот дела. В скором времени 25-26 мая будет первые отборочные старты для легкоатлетов. И мне скоро придется, но очень надеюсь, к тому времени лед уже уйдет. И обещали, что 25-го будет первый паром ходить. Как лед уйдет, после того, как освободится и будет удобно ездить, начнут курсировать паромы и моторные лодки. В прошлом году моторная лодка стоила 500 рублей в одну сторону. Не знаю в этом году, как это будет, особенно в начале сезона, такой навигационный 2 сезона. Ну, поживем, увидим. А тем временем для нас, как я уже до этого говорил, для нас, якутян, это одно из самых таких значимых событий. И многие приезжают сюда, на видео снимают, кто-то просто для того, чтобы посмотреть, фотографироваться. Но кому-то надо перебраться на тот берег. Ну и так, я заканчиваю. К сожалению, не получилось снять то, что люди садятся на эти транспортные средства и поехали бы, я бы показал бы. Ну, в принципе, все вы поняли, как это все получается. Транспортное средство туда поехал и почему-то там встал, там, где лед ходит. Так, попрощаюсь с вами, будьте на связи, подписывайтесь, ставьте лайки. Можете написать свои комментарии. До встречи, пока-пока.